Ке каниридла апрельдес Дагестан Республика здравоохранения министр Хаджи Ибрагимов Джамалуддин Алиевича район дин Агалияр чпих ава мис'ала рай кабулна. Имяреката муниципальный район дин Кейл Нариман Абдулмуталибова адан заместитель общественной палаты дин ЦРБ дин в район дин массовой информации такатрин векилри иштиракна. Гюриштин эхилдай чкадин телевидение дин журналисты Дагестан дин министр дивай интервью хачуна. Джамалуддин Алиевич, мы вас приветствуем на земле Сулеймана. Тем более в этом году мы отмечаем его юбилей, 150-летие, а также район, с даты создания района 90 лет. Что хотел сказать? В последнее время изменения проходят как во всех сферах экономики, так и в медицине, в частности по диспансеризации населения. Я хотел бы, чтобы вы разъяснили настоящую ситуацию, какие изменения произошли. Там до 40 лет вроде медкомиссию, медосмотр надо пройти, потом после 40 диспансеризацию. Изменения, во-первых, добрый день. Действительно, изменения происходят во всех сферах, особенно это касается социальной сферы. Вы, наверное, и внимательно все практически смотрели, слушали, кто-то читал послание главы нашей республики. Очень огромное внимание уделено именно социальной сфере. И, к примеру, к медицине, по выделению финансовых средств, по вниманию, которое мы ощущаем со стороны руководства республики и в целом для того, чтобы действительно нам сегодня шагать в ногу, может быть, это немного громко сказано, но с другой стороны, по отношению к соседним субъектам, мы действительно по высокотехнологичной медицинской помощи идем, может быть, даже в первых рядах. Что касается по диспансеризации, да, практически диспансеры это то, что мы проводим раз в 2 года. Мы сейчас стараемся для того, чтобы даже зоны отгонного животноводства наши охватить в полном составе по возможности. Мы сейчас получили еще мобильные комплексы для проведения диспансеризации. Плюс вы знаете, наверное, что сейчас по проведению диспансеризации, в том числе, какие изменения. Изменения еще заключаются в том, что в субботу и вечернее время сейчас даже люди могут пройти диспансеризацию. Это уже будет наша задача, чтобы мы как людям создали условия для прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Эта задача перед нами стоит, и мы понимаем, знаем, но лечением занимается тогда, когда мы не занимаемся профилактикой. Надо стараться максимально охватывать население наше, независимо, где они проживают, в горном, предгорном районах, труднодоступных населенных пунктах. В этом плане, конечно, и то, что знаете, наверное, что дополнительно выделяется время для прохождения диспансеризации и периодических медицинских осмотров. На сегодняшний день республика, в частности наш район, достаточно обеспечен новым оборудованием, необходимым для оказания помощи. Практически в целом республика, конечно, нет, и в том числе и Сулейман-Стальский район. Буквально вот сейчас коллеги и задавали вопросы, и поднимали вопрос касательно даже, в том числе и стоматологического отделения. Будем решать. И, кстати, впервые за многие годы в этом направлении выделены средства, и они сейчас исчисляются порядка 310 миллионов в целом по нашему субъекту из регионального бюджета. А так, чтобы говорить о том, что мы обеспечены всем необходимым, безусловно, нет. Рановато, да? Рановато, но при этом, скажу так, вот мы стараемся сейчас не таким образом, чтобы отдавать примерно по чуть-чуть везде и всюду. Ну, как пример приведу. Наши граждане, у нас единственное ожоговое отделение в республике, это республиканская клиническая больница, например. Мы сейчас к чему пришли? И в ближайшее время официально, наверное, будем открывать данный центр. Мы все то, что необходимо для функционирования, нормального функционирования этого центра, заложили. Самое главное, у нас там было уже.
Это люди, профессионально подготовленные, грамотные. Действительно, в этом отношении Дагестан, он в превалирующем положении находится по отношению к нашим соседям, в том числе и Ставропольскому краю. У нас действительно выходцы из Дагестана, которые работают за пределами нашей республики, в том числе, грамотные, которые сделали свое имя сами, очень много. То есть у нас есть из кого выбирать. И вот мы сейчас оснастили данный центр, к примеру, ожоговый, и мы можем сказать, что вся необходимая помощь, не дай бог, кому она нужна, мы сможем. Мы эти вопросы на сегодняшний день, примерно в этом направлении, полностью закрываем. Конечно, нет предела совершенства. Завтра, может, новый высокотехнологичное оборудование появится. Нам надо будет. Но сегодня мы этот участок закрыли, идем дальше. Ну, вот таким образом. Вы хорошо знаете, сейчас по стране проходят медкомиссии этих призывников в армию. Какими обладаете цифрами вот, здорового населения и нездорового, непригодного для службы? Ну, практически негодных к военной службе сейчас мне очень сложно об этом говорить. Почему? Потому что, ну, как бы, пока официальных данных нет, да? Но, опять-таки, годных к военной службе, ну, особенно у нас в Дагестане, негодных к военной службе очень мало, относительно мало. Да? Если говорить по категориям годности, но опять-таки по призыву, они отличаются, категории годности к военной службе по призыву примерно, да, вот, и по определенным направлениям деятельности, и в том числе военной деятельности. Но есть, конечно, в этом отношении у нас спортивная республика, мы готовы и половина спортсменов, да? По крайней мере, да, по крайней мере, готовы эти планы перевыполнять. То действительно здоровыми ребятами, которые, ну, как вы сказали, что да, действительно, и спортивно подготовленными ребятами. Да, защищает Родину. Абсолютно. И в этом плане, кстати говоря, вот, мы можем радоваться и гордиться за нашу молодежь, то, что они действительно готовы и защищать Родину, и готовы действительно вот это вот, ну, данное время год, ну, после этого даже 2 года будет, но готовы наши ребята служить Родине. Владимир Алиевич, не могу не задать этот вопрос. Многих медиков, ну, скажем, врачей, сестер, наверное, технического персонала беспокоит вопрос по задержкам зарплат. Какова ситуация? Сейчас, ну вот отвечу я на этот вопрос немного, наверное, шире. Сейчас все зависит от самого медицинского персонала и в целом, конечно, как работа выстроена в медицинской организации. Вот примерно сдали работу, выполнили, сдали работу и получили деньги. То есть есть планы, да? Да, конечно. Но любая организация должна финансово-хозяйственной деятельностью заниматься. К примеру, я, вот, может, ошибаюсь на определенном сумме, где-то на Сулейман-Стальский район выделено 200, то ли 89, то ли на 9 миллионов больше, чем в прошлом году средств выделены на этот год. Они у них имеются, эти средства. Но вы этими средствами можете пользоваться только после того, как вы сдадите работу. Ну, примерно, я руководитель медицинской организации. Если в мою медицинскую организацию никто не приходит, если у меня не лечится, если я не делаю работу, если я не провожу, вы вот касались вопроса диспансеризации, да, ну, при этом, по крайней мере, мне вот коллеги говорили о том, что в том числе из соседних районов находятся здесь. Вот тогда зарплату здесь будут получать. И будут получать стимулирующие больше, чем в соседних районах. Но коли говорят о том, что с Хивского района приезжают, с других районов приезжают, и люди здесь лечатся, вот Хивский район должен будет эти деньги перечислить в Сулейман-Стальский район. Ну, через фонд, да, или как? Да, конечно. Это взаиморасчеты, межучрежденческие взаиморасчеты. А вот то, что буквально сегодня тоже озвучивали, разница идет где-то 2 месяца, надо разобраться. Опять-таки, это не прямые функции Министерства здравоохранения, то есть мы за это направление не отвечаем, но, с другой стороны, это наши люди, которые работают в системе медицинского системе здравоохранения. Конечно,
мне не то, что интересно, я буду, сейчас приеду к месту финансово-экономического блока, поставлю задачу, в чем причина. Но финансирование происходит через территориальный фонд обязательного медицинского страхования, далее через страховые компании и ложатся на счета медицинских учреждений. Почему именно такой задержкой, надо разобраться. Или вовремя не поданы документы, или наоборот, не вовремя не отрабатывает там. Ну, какие-то просчеты есть, наверное. Безусловно, если вот не вовремя поступают, значит на каком-то этапе есть сбой. И в конце бы хотелось спросить небольшой короткий анализ по сегодняшнему приему граждан. Вы как представитель власти республики, как представитель как министр, да? Ну, знаете, основные проблемы, они практически везде одинаковые, наверное. В основном, ну, коли касается моего ведомства, у людей в основном вопросы возникают по лекарственному обеспечению, по капитальным ремонтам, по отсутствию медицинских организаций по месту жительства или же по ненадлежащим их состоянию. А люди озвучивая свои чаяния, свои проблемы, свои вопросы, которые... А для меня, как для руководителя ведомства, да, это для анализа работы, в чем у нас есть недоработки, в чем у нас не получается, или что у нас не так получается, на что нужно особо обратить внимание. Проблемы имеются, некоторые из этих проблем, они действительно касаются, наверное, ну, такого недоработок наших коллег. Но многие вопросы, конечно, они имеют объективные причины, но опять-таки, какие бы причины ни были, пациента, который приходит и лекарства не получает, ему не интересны те причины, которые имеются у руководителей этой медицинской организации или касательно даже министра, ему это не интересно. Ему главное, чтобы тем, чем обязаны, значит, должны его обеспечить. И поэтому надо работать. И проблемы все практически по республике, не только по республике, они просто с коллегами, когда разговариваешь, они везде практически однотипные, но где они более остро стоят, где менее. При этом там, где все вместе работают, они потихоньку решаются. Будем решать. Вы, став министром, наверное, впервые, да, в нашем районе? Нет, я второй раз. Второй раз, да? Да? Надеюсь, что это не последний раз. И будем ждать. Спасибо за интервью. Спасибо, что нашли время. Спасибо.